Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот наши темы. Скрытая угроза. Более 50% почв нашей республики охвачены вот этими процессами. Поля республики хотят избавить от эрозии почвы. Где и на каких участках, узнавал Рамиль Шайдуллин. Сели на мель. Почему воды в Волге все меньше и каковы от этого последствия для республики, разбиралась Альбина Асылгараева. На Олимпийские игры через Казанский дворец водных видов спорта. На мировом уровне, в принципе, мы уже можем бороться за медали. Чего ждать казанским болельщикам от наших атлетов, узнал Алмаз Гафиятов. Нурлату необходимо поддерживать малый бизнес, в Аксубаево развивать животноводство, Алексеевску заполнить бесхозные фермы. Такие поручения сегодня дал Рустам Минниханов во время визита в район республики. Он приехал оценить ход посевной до конца кампании уже порядка недели. Вместе с тем, традиционно, чтобы посмотреть, чем живут районы, если одни сильны в бизнесе, то другие в сельском хозяйстве. Почему президент поручил помочь и тем, и другим, расскажет Рамиль Шайдуллин. Здесь вообще халык постоянно кидает. Петуньи, бархатцы и еще около 40 сортов цветов теперь растут в этом новом тепличном комплексе. Они известны и в других регионах страны. Который год цветочное хозяйство из Нурлата работает во всю мощь. 1000-1500 выполняем за один день норму. По 6, по 9 кассет мы пересаживаем цветы, помидоры, огурцы. Такой активности нужна поддержка. Рустам Минниханов призвал районное руководство помогать всем формам бизнеса. Люди пусть работают. Вот. Он же цветы выращивает, здесь вот сыр делает. Каждый месяц здесь выращивают по 6 тонн вешенок. Грибной цех уже в Аксубаевском районе. Следующей точки визита. Он встречает стройкой. Скоро здесь появится клуб и не только. В День республики открываем все объекты социальные. Они в графике. А уже в Алексеевском районе объекты напротив пустуют. Рустам Минниханов попросил инвесторов взять под контроль бесхозные фермы. Это же помещение, это рабочие места. Ну, некрасиво, когда вот 3-4 объекта. Я говорю, что это? Вот пока вот ищем. Если своевременно землю обрабатывать, забронить, сохранить влагу, вносить удобрения, то можно получить урожай. Районное поле. Все озимые дали всходы, и со дня на день здесь уже завершают посевную. Секреты такого успеха – уход за почвой. Обязательно закрытие влаги, подготовка почвы, разделка почвы, обязательно внесение удобрений. Чтобы получить что-то, нужно что-то внести. Но не все хозяйства может похвастаться таким плодородием. В районной аграрии обратили внимание на некоторые участки грунта, которые, несмотря ни на какие процедуры, уже не дают урожая. Все дело в эрозии почвы. Чтобы ее искоренить, они обратились к науке. Более 50% почв нашей республики охвачены вот этими процессами. Вот эти все промойны, все ложбины надо засевать растительностью, многолетними травами. А где образовались у нас вот эти овраги, надо засевать лесополосами, то есть лесомелиорации. В районе уже год, как начали это, и идею предложили президенту транслировать опыт на всю республику. Вопрос взят на карандаш. Рамиль Шайдуллин, Андрей Розентальцев, Зульфия Галиуллина, Инсаф Минниханов и Рушат Зялалов. ТНВ, Нурлатский, Аксубаевский, Алексеевский районы. Волга скоро снова наполнится. Сброс воды из Куйбышевского водохранилища с каждым днем уменьшается. Напомним, Волга и Казанка в этом году обмелели и побили рекорды засушливого 2010 года. Переживали горожане, эксперты. Президент республики был вынужден дважды направить письмо в Министерство экологии страны. И тому есть веские причины, последствия обезвоживания прямо на берегу, оценила Альбина Асылгараева. Папа, помнишь, еще в камышах ходил? А сегодня здесь ни рыбы, ни воды. Это залив Волги больше похож на болото. А еще буквально в начале мая уровень воды доходил до дамбы. Сорожки, окуни, подлещик, синчик. Ну вот когда запрет у нас, какого числа? Вот до запрета мы, получается, на спиннинг рыбачили, а потом все воду начали сбрасывать. И что потом вы наблюдали, какие процессы здесь? Ну, икра также оставалась, на камышах. Икра погибла, высохла прямо на камышах, а значит, нерест на Волге и Казанке под угрозой срыва. Мальков, щуки и сорожки уже будет в разы меньше, леща еще можно спасти. Есть определенная опасность того, что нерест в этом году может пройти не совсем удачно. И мы можем в этой связи не досчитаться
поголовья рыбного стада. Конечно, не в этом году это все скажется, через год, через два, но и в первую очередь для тех рыб, которые рано нерестятся. По словам специалистов, вода убывает ежегодно, но вот уровень может быть разным. На территории поселка Октябрьский вода стремительно начала уходить 2 недели назад. По словам местных жителей, ее ушло много, потому что, например, там, где сейчас стою я, раньше была 2-метровая глубина. В связи с этим в интернете разгорелись споры, причем разногласия у жителей разных регионов Поволжья. Татарстанская икра погибла, ради астраханской негодуют жители. Еще один подводный камень в этой ситуации – это водный туризм. Планы по перевозкам сорваны. Обмеление Волги отражается на туристическом потоке. Так, например, вот эти метеоры еще вчера должны были отправиться до Болгара и Свияжска. Но риск сесть на мель большой, поэтому этого не произошло. Ситуация, с одной стороны, традиционная, но вот спустили в этом году из водохранилища воду в рекордном объеме. Риск паводка был высокий из-за обильных снегопадов. Размеры попуска из Куйбышевского водохранилища определяются Федеральным агентством водных ресурсов. На текущий момент размер попуска снижается ежедневно, и сейчас он достигает размера притока. Таким образом, уровень стабилен. Попуск будет снижаться и дальше, что в результате приведет к наполнению Куйбышевского водохранилища. Регионы уже объединились для решения проблемы. 7 мая в Москве прошло совещание. Татарстан предложил вернуть уровень воды на 52,5 метра. Сегодня стало известно, нас поддержали. Значит, Волга скоро снова наполнится. Ожидаемые отметки она достигнет к 15 июня. Альбина Асылгараева, Алмаз Ядинов, ТНВ, Казань, Зеленодольский район. Не помогает и погода. Дождей в ближайшие дни не ожидается. На выходных в Татарстане аномально жарко. По прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до плюс 32. Это на 7 градусов выше нормы. Ожидается ясная погода, без осадков и слабый северо-восточный ветер. Такую погоду синоптики связывают с антициклоном. Столбики термометра чуть опустятся лишь к середине следующей недели и подует свежий ветер. Мы переходим к другим темам дня. Сегодня единороссы республики продолжили праймерис. Напомним, в сентябре предстоят выборы в Госсовет, и партия своих кандидатов отбирает с помощью предварительного голосования. Более 60 желающих стать депутатами дебютируют по всей республике. Сегодня встретились в Казани и говорили, что нужно сделать для благополучия будущих поколений. Их послушал Дмитрий Аринин. Наша страна стабильно будет расти и подниматься. Руководитель команды КамАЗ-мастер Владимир Чадин поднимался на множество спортивных пьедесталов, а сейчас решил включиться в предвыборную гонку, став участником праймерис. На дебатах, как на Дакаре, счет идет на секунды. На встрече он рассказал о желании создать в Челнах спортивно-образовательный центр. Мы поняли, что действительно, учитывая необходимость хороших специалистов в производственной сфере в нашем городе, совместить это и спорт, и обучение, чтобы они потом выбрали свою профессию по душе, закончив вуз, не бросили диплом на полку, а пошли работать совсем в другую сторону. Тема сегодняшних дебатов – благополучие будущих поколений. На площадке 6 участников, каждому по 2 минуты на выступление. Потом вопросы из зала и заключительное слово. Все транслируется в интернете. Мы сегодня говорим об успехе наших будущих поколений. Я хочу сказать, что абсолютно убежден в том, что современный молодой человек, он должен прежде всего быть патриотичным. Участники дебатов предлагали различные меры поддержки молодежи. Главное, как говорят, нужно разорвать порочный круг, когда на работу не берут, потому что нет опыта работы, а опыта работы нет, потому что не берут на работу. Человек получил диплом, его опыт работы, откуда он может взяться? Вот надо сегодня принимать, дать возможность молодым людям показать себя, развивать и показать, чтобы он сам тоже понял, на что он получил в этих учебных заведениях. Дебаты праймерис будут проходить в разных городах республики. На них обсудят различные сферы – политику, здравоохранение, экологию, культуру. Итогом праймерис станет голосование 26 мая. Из списка победителей праймерис определят кандидатов для выборов в Госсовет. Они придут 8 сентября. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. А это уже инициатива в действии, еще пример воли и мужества. В Бавлах открылся уникальный центр реабилитации для инвалидов. Его создатель Марат Ильясов. 13 лет назад он попал в аварию, после чего врачи поставили диагноз «полный паралич тела». Но мужчина не сдался. Марат разработал тренажеры, которые помогли ему вернуться к полноценной жизни. Сейчас он решил помочь и другим людям с ограниченными возможностями. Пока в центре установлено 5 тренажеров, ожидается поступление еще 15. Что бы в жизни ни случалось, что бы ни происходило, важно помнить и знать, ставить цели, чтобы была мечта, чтобы была цель, чтобы была вера, чтобы тебя окружали хорошие люди. И надо всегда стараться идти к ней,
К своей цели сейчас стремятся и лучшие пловцы планеты. Казань в очередной раз принимает этап мировой серии ФИНА. Более 70 спортсменов, 14 стран и ограниченное количество олимпийских квот. До китайских прыгунов нашим пока далековато, однако мест на пьедестале достаточно. Среди главных претендентов на титулы татарстанец Никита Шлейхер. Почему казанская серия прыжков в воду особенная, расскажет Алмаз Гафиятов. Здесь особая вода и необычная атмосфера. Об этом говорят все. Начиная от болельщиков и волонтеров, заканчивая спортсменами и тренерами. Вот и руководитель волонтерской группы Богдан Овчаров из Тольятти вместо всех европейских городов выбирает спортивную столицу. Я за свою волонтерскую жизнь уже побывал во многих городах, и на многих соревнованиях, таких как Сочи, даже Олимпийские игры. В Казани всегда безупречная организация в плане вообще, в принципе, для спортсменов и также для волонтеров. Дворец водных видов спорта стал уже традиционной площадкой международных стартов. Многие ключевые победы и мировые рекорды ставились на этом бассейне. Лакомый кусочек для болельщиков – это, конечно же, российско-китайское противостояние. Но в столицу Татарстана приехали не самые топовые спортсмены из Поднебесной. Но даже в таком составе, так называемые вторые и третьи номера, показывают нашим атлетам серьезную конкуренцию. Первый день соревнований и первые награды. Среди мужчин серебро на 10-метровой вышке завоевали Виктор Минибаев и Александр Бондарь. У девушек в тройку вошли совсем молодые Юлия Тимошинина в паре с Екатериной Беляевой. Мы довольны результатом. В принципе, мы из всех 5 серий выступаем только на одной, на нашей. И то, что мы завоевали медаль, я думаю, что это хороший результат. На высшей ступени пьедестала Китай, но есть куда стремиться. Вслед за организационными победами необходимо подтянуть и результаты. Прекрасная возможность популяризации данного вида спорта нашей республики, Казани. Сегодня у нас работает хорошая школа, где занимаются 174 спортсмена. Надеюсь, для них это будет принять опыт, посмотреть. И, конечно, для болельщиков незабывааемые впечатления. Основные выступления еще впереди. Ждем пьедестала татарстанца Никиты Шлейхера, который выступит в паре с олимпийским призером Евгением Кузнецовым. Турнир завершится в воскресенье. Алмаз Гафиятов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Для фронта и для победы они отдавали последнее. Кто сколько мог, а старики-то уж скотину сдали, вон мясокомбинат, и деньги эти перечислили. О том, почему подвиг тыловиков из Елабужского района по-прежнему помнят потомки. Сергей Хайдаров. Взгляд на войну глазами своих дедов. Несколько там дублей, сразу уж не получалось. О традиционном видеоподарке камаловцев для своих зрителей. Вероника Гайнутдинова. Символ вечной скорби, памяти и благодарности. Накануне по всей России прошла ежегодная акция «Свеча памяти». К ней присоединились и татарстанцы. Только вместо традиционных свечей белые шарики. Сотни таких памятных символов выпустили на Кремлевской набережной перед торжественным салютом в честь 27 миллионов павших в боях за Родину. А жители Заинска украсили лампадками конструкцию в виде звезды. Такая акция прошла в каждом российском городе с шествиями, со свечами, стихотворениями, посвященными подвигу погибших солдат и традиционной минутой молчания. В республике сегодня подводят первые итоги празднования. На площадке пришли сотни тысяч. Это жители республики и гости. Только акция «Бессмертный полк» собрала в свои ряды 377 тысяч человек. Это практически каждый 8-й житель Татарстана. В целом, как отмечают все, праздничные мероприятия прошли на высоком уровне, без серьезных происшествий. Как отработали экстренные службы? Коротко в нашем обзоре. Уже подсчитано, в различных мероприятиях празднования Дня Победы приняли участие 850 тысяч человек. В среднем это каждый 4-й житель Татарстана. Все площадки массовых гуляний были оборудованы рамками металлодетекторов. Правопорядок обеспечивали 3500 сотрудников полиции, курсанты, сотрудники Росгвардии. Серьезных нарушений не зафиксировано, сообщили сегодня в МВД. В Казани на параде Победы 9 мая в ходе акции «Бессмертный полк» за помощью к медикам обратились более 200 человек. Больше половины – это дети. Чаще всего жаловались на солнечные и тепловые удары, легкое недомогание. Накануне праздника более 5000 ветеранов прошли обследование. Для этого в республике были созданы более 100 мобильных врачебных бригад.
9 мая в Татарстане произошло несколько пожаров. Подразделения МЧС 31 раз выезжали по вызову. В одном из домов по улице 2-я Газовая в Казани загорелась мебель. Из квартиры, где было возгорание, спасли женщину. ЧП произошло на озере Долгое в Нижнекамском районе. Здесь утонул 16-летний парень, который приехал на рыбалку. В целом намного спокойнее было на дорогах республики, разве что после праздничного салюта на некоторых улицах и дамбах Казани возникли транспортные заторы. Как сообщает ГИБДД республики, накануне они зафиксировали 6 ДТП с пострадавшими. В них погибли 2 человека. Авария произошла в Арском районе. Автоинспекторы просят соблюдать все правила дорожного движения. Посмотреть на парад и увидеть салют в Казань приехали в эти дни тысячи туристов. И хотя столица Татарстана не город-герой, но она не менее популярна в туристических маршрутах 9 мая. Почему, спросила Зарина Ахметова. Вот это. С чашкой горячего кофе, фотографиями и теплыми воспоминаниями. Так началось 10 мая у гостей столицы. Этот День Победы подруги из Москвы решили отметить в Казани. На вопрос, почему городу-герою туристки предпочли нашу столицу, отвечают. В отличие от Москвы, где толпы народу, здесь немножко поменьше народу, намного более комфортно смотреть и парад. Прекрасно был шикарный салют. Мне кажется, даже не хуже, чем в Москве. В этом году мы решили именно на 9 мая приехать и посмотреть вот эту национальность, единую со страной. Очень здорово. Все, что бы ты ни спросил у людей, тебе подскажут, помогут. Вместо Дворцовой площадь Тысячелетия 9 мая жительница блокадного Ленинграда Надежда Васильева отметила в Казани. В свои 80 лет прошла и в составе бессмертного полка. И очень все понравилось. Так же, как, наверное, в любом городе. Все-таки бессмертный полк есть бессмертный. Это о многом говорит, и всей нашей молодежи дает какое-то назначение помнить о всех о нас. И таких, как Надежда Васильева, немало. Отметить День Победы в Казани приехали со всех уголков страны. Некоторые просто решили посмотреть город и достопримечательности, а некоторые пройти с портретами своих близких. Меня зовут Масхут Насыров, я из города Курган. Вчера мы были загружены 100%, было очень много звонков. В основном это вот Саратова группа была, москвичи вот группа, вот. Екатеринбург, Оренбург, девчонки. С России в основном, с России. Казань все-таки привлекает. Очень многие делились такими впечатлениями, что были на параде Победы 70-летия в Волгограде, городе-герое, и отмечали, что организация и вообще обстановка в городе праздничная гораздо была лучше, чем вот в Волгограде. Специалисты отмечают, такого наплыва гостей на майские давно не помнят. Количество пока назвать затрудняются, но рассказывают, что даже автобусов для экскурсий не хватало. Вчера вечером здесь просто яблоку негде было упасть. Именно здесь туристы завершили 9 мая. На набережной Казанки у них прошла заключительная часть праздничной программы. Они увидели салют Победы. И, как рассказывают сами гости столицы, это было действительно великолепно. Зарина Ахметова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В эти дни все экспозиции музеев посвящены главной теме. Возможно, не все туристы увидели, но в одной из школ Казани организовали специальную выставку самолетов. Это макеты тех машин, которые собирали в ТССР и отправляли на фронт. А что еще готовы были отдать татарстанцы ради победы, узнал Сергей Хайдаров. Ла-5, Ил-2, летающий танк, легендарный самолет П-2, который собирался у нас в Казани. Это те самые самолеты Победы, которые наводили ужас на немецкие эскадрильи. Правда, в виде макетов. Сейчас их собирают школьники. Один из них — Тимур Садыков. Мне очень понравилось собирать модели, запускать их, как они летают. В моих руках легендарный бомбардировщик П-2. И в отличие от других представленных моделей, его конструкция более сложная и более тяжелая. Выполнена она не только из пенопласта, но еще и из фанеры. Вес около 4 килограмм. Если так тяжело весит мини-версия, то сложно представить, сколько будет весить оригинал. Увидеть и даже потрогать этих крылатых красавцев может каждый, а не прямо во дворе школы номер 150. Они летают? Особенно, когда узнаешь, что это делали сами дети. Да, из чего они сделаны, это вообще очень удивляет. Мне очень понравилось. Все самолеты очень красивые. Я мечтала на такой выставке побывать. В нашем селе на центральной площади был установлен памятник труженикам тыла.
Это село Танайка Елабужского района. В годы Великой войны колхоз «Красный партизан». Именно здесь установлен памятник У-2. Но не самолету, а скорее местным жителям. Именно они в тяжелые для Красной армии годы собрали 500 000 рублей на строительство легендарных ушек. Немыслимые по тем временам для колхоза деньги. Порой давали последние, потому что знали, такова цена победы. Тыл отказывает себе во всем, но рубль к рублю, зерно к зерну растет всенародный фонд. Кто сколько мог, а старики-то уж скотину со своего подворья, со своего сдали вон мясокомбинат, и деньги эти перечислили. Тогда, в 43-м, Наталье Костиной было всего 15. Рассказывает, что, увидев, как в колхоз прилетели 2 самолета, все перепугались. Только позже люди узнали, это советские пилоты прилетели на новеньких У-2 с благодарственной телеграммой от Сталина. Кстати, в колхозе бойцы задержались. Сломалась их лыжа, частушку сложили, танайские-то. Самолеты прилетели, говорит, на показ, на похвальбу, 3 недели просидели у реки на берегу. Об этой встрече сейчас напоминает даже не фотография, а вот эта картина в сельском музее. Ее написал один из местных жителей, чтобы помнили. Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Татарстан. Свой памятный уголок есть в каждом населенном пункте республики. Мемориалы, аллеи, памятники. Как они выглядят ко Дню Победы, мы спросили жителей Татарстана и получили от них сотни фотографий. Предлагаем вместе посмотреть, как выглядят обелиски в селах и районах. За неделю на наш WhatsApp мы получили десятки писем от жителей республики. В одних просят о помощи по открытию ремонта, в других делятся красивыми видами памятных монументов. Вот село Юкачима Мадышского района. По этой фотографии видно, за внешним видом мемориала следят регулярно, кирпичная кладка и поребрики со свежей краской. Перемещаемся в деревню Кичкитан Агрызского района. Здесь тоже чисто и ухожена вся территория памятника. Жители села Пановка Пестричинского района поделились с нами. У них 3 года назад обновили стеллу. В нескольких районах к празднику открыли новые памятники, сообщают нам телезрители. Один из таких в Сармановском районе в деревне Новый Менделябаш. Основали его на средства самих жителей. Уже 9 мая здесь провели митинг. Новый обелиск украсил деревню Норма Балтасинского района. Из этого поселения на фронт ушли почти 600 мужчин. Каждый второй не вернулся. Стеллу с именами уроженцев-фронтовиков разместили рядом с Домом культуры. Старый же памятник разобрали. Он простоял более 50 лет. А в деревне Оксарина Заинского района памятник участникам войны помогли создать спонсоры. Часть средств за счет самообложения. Скульптором стал Фазыл Шияпов. Фигуры матери и сына с серпом и молотом в руках полностью сделаны из бетона. Это память не только солдатам, но и женщинам, детям, которые трудились в тылу, на плечи которых так много выпало. Жители деревни Онбия Заинского района еще продолжают ждать ремонта местного мемориала, сообщили нам сегодня. В ожидании капремонта территорию облагораживают своими силами. Единственный памятник на 2 деревни в Агрызском районе тоже ждет ремонта. Жители надеются, 75-ю годовщину Победы они будут встречать у нового обелиска. Юлия Муратова, ТНВ, Татарстан. Взгляд на войну глазами своих дедов. Артисты театра «Камала» подарили своим зрителям необычные видеоролики. В них история их героев, воспоминания о дедах, строки из последних писем с фронта. Получилось ли у актеров театра перевоплотиться в актеров кино, узнала Вероника Гайнутдинова. Во время процесса все пошло, как бы страх появился какой-то, когда уже начали стрелять, когда начал бежать. Все по-настоящему, без спецэффектов. Лес, болото и стрельба. Как в первом и последнем письме от деда Фанура Мухамедзянова. Актер признается, было сложно. Нужно показать дух войны, передать эмоции. Но одно дело театр и совсем другое, когда снимаешь практически художественный фильм. С удовольствием прыгнул в воду, даже нырнул. Эти моменты тоже в кадр не взяли. Конкретного сценария-то не было. По ходу все придумывали. Снимали в лесу. Костюмы театра. Дополнительно понадобилась только дымовая шашка. И ребенок. Маленькую девочку можно увидеть в видеовоспоминании актрисы Лейсан Файзулиной. Это младшая дочь другой артистки Гульчача Гайфуддиновой. Пришлось чуть-чуть там ребеночка обидеть, чтобы она заплакала по-настоящему. Видеоролики для зрителей – это уже традиция. Идею придумывают здесь же, в театре. В этот раз их решили посвятить 9 мая под названием «Пусть война останется только в памяти». Эти сезоны ко всем красным дням календаря мы всегда снимаем такие необычные креативные ролики. И это уже стало традицией, и зрители уже ждут от нас каждый раз чего-то новенького. Разумеется, мы не могли пропустить такую важную тему, как
праздник Великой Победы, 9 мая. Совсем скоро камаловцы снова порадуют своих зрителей новыми видеороликами. Они будут посвящены театральному фестивалю «Наурuz» и закрытию сезона. Пока все секреты не раскрываются, но известно, что один видеоролик посвятят единению всех театров в Казани, что особенно важно и актуально в год театра. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Продолжение выпуска о погоде на завтра, но я прощаюсь с вами до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Баскетболисты «Уникса» вышли в полуфинал единой лиги ВТБ. Казанцы победили эстонский «Калев» в Таллине в третьем матче со счетом 96-84. Наша команда перехватила преимущество с первых минут матча и не давала соперникам приблизиться в счете. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эрик Макколум, набравший 24 очка. Таким образом, счет в серии до 3 побед стал 3-0 в пользу казанского клуба. В полуфинале «Уникс» играет с клубом «Химки», который в 3 поединках оказался сильнее Астаны. Тем временем общество «Динамо» провело свой Кубок Победы. На одноименном стадионе состоялся военно-спортивный форум, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. За главный приз боролись учащиеся специализированных классов МВД по Республике Татарстан. В программе форума военные соревнования, проходящие в 3 тура. Комбинированная эстафета, бег в противогазах, бег с автоматом Калашникова, разборка-сборка автомата и завершился турнир прохождением полосы препятствий. По итогам всех туров победителем военно-спортивного форума стала команда школы номер 113. К другим темам спортсмены из Татарстана завоевали все медали в микс-трапе на втором этапе Кубка России по стендовой стрельбе. Состязания проходили под Казанью на стрельбище Свияга в Верхнеуслонском районе республики. Обладателями золотых наград в миксте на траншейном стенде стали Анна Жимкова и Михаил Наговицын. Среди женщин в ските 2 медали достались представительницам Татарстана. Первой оказалась Екатерина Комарова, а третьей – Ланда Шкварталова. В категории «Спортивный резерв» среди юношей верх взял Кирилл Кириллов. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Жаркий антициклон продолжает удерживать свои позиции на территории Татарстана. О погоде на 11 мая после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил-мастер.рф. Телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево облачная погода с прояснениями. Будет жарко, плюс 30. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают солнечную погоду и 28 градусов тепла. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске ясно и 29 градусов. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре-Балтаси около 29 градусов тепла, ясно и сухо. Для юго-запада 11 мая будет ясным и жарким, плюс 30. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше также около 30 градусов выше нуля. В воскресенье будет пасмурно, но жаркая погода сохранится. Спонсор показа ООО «СМУ номер 12». Однушки и двушки в кирпичных домах с индивидуальным отоплением на берегу Волги от 57 тысяч за квадрат. ЖК «Приволжский». Загородная жизнь, не выезжая из города. Звоните 561-08-81. Вот смотри, вариант квартиры отличный, в экологически чистом зеленом районе. И где же вы такое найдете в городе? Пыль да газы кругом. Это за городом. Каждый день мотаться туда-сюда. Мама, 15 минут до центра, плюс индивидуальное отопление. Жилой комплекс «Приволжский» от 57 тысяч за квадрат. Загородная жизнь, не выезжая из города. Остеохондроз, грыжа, протрузия. Болезни позвоночника могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций.
В Казани ожидается переменная облачность, дневная температура 28-30 градусов. Ветер восточный, атмосферное давление в норме. Влажность воздуха 43%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.